Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Уже менее через месяц начнется курортный сезон. По оценкам экспертов в данной области, с некоторых пор сезон начинается не в июне, как это было раньше, а уже в мае месяце. По имеющейся информации, бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30% выше, чем годом ранее. Ближе к последнему месяцу весны интерес к поездкам еще больше вырастет, сказал в интервью агентству РИА Новости министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Что касается июня, то там увеличение спроса больше 50%, отметил он. Хишба рассказал, что власти ожидают сверхуспешного сезона на уровне 2021 года, если этому не помешают внешние факторы. Напомним, что тогда Абхазию посетили 1,5 миллиона гостей. А по оценкам Минтуризма, в 2022 году на абхазских курортах отдохнули 1 150 000 людей. Из них 55% не ночевали, а приезжали на однодневные экскурсии. Российские СМИ и сайты бронирования отелей отмечают, что Абхазия входит в тройку самых популярных массовых выездных направлений. Самый популярный курорт Абхазии – это город Гагра. За ней следуют Пицунда и Новый Афон. По прогнозу туроператоров, на майские праздники и летом все места на курортах республики будут заняты. Средние показатели загрузки популярных отелей Абхазии в межсезонье составили не менее 60–75%. Спрос на отдых в республике в летний период превысит предложение, прогнозируют в компаниях. В продолжении темы хочется отметить, что на прошлой неделе в Абхазии прошли сразу 2 международных форума, которые имеют смежное направление и с туристической отраслью. Так, на Международном образовательном туристическом форуме «Горизонт-23» обсуждали развитие совместных абхазо-российских программ детских тематических лагерей. Эксперты форума провели мастер-классы, профориентационные лектории, поделились лучшими практиками, последними трендами детского образовательного отдыха. Среди участников форума с российской стороны были заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин, директора крупнейших российских туристических компаний и многие другие. А на первом абхазском медицинском форуме, который также проходил в Сухуми на прошлой неделе, было заявлено, что Абхазия претендует на роль лидера в курортной медицине в регионе. Об этом, в частности, сказал академик Российской академии естественных наук Евгений Ачкасов, подводя итоги первого абхазского медицинского форума. Ачкасов назвал доклады, представленные на форуме, высоконаучными, фундаментальными и базовыми. Он выделил выступление академика Российской академии наук Сергея Пудина, медико-социальная экспертиза, медико-социальная реабилитация инвалидов, а также члена-корреспондента Российской академии наук Анатолия Быкова, современные возможности санаторно-курортного комплекса и перспективные направления развития, и академика РАН Константина Лядова, реабилитация при раке молочной железы на разных этапах лечения. Это все очень важно и нужно, так как Абхазия претендует на роль лидера в курортной медицине в регионе, сказал Ачкасов. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба сообщил, что форум станет ежегодным. Второй форум проведем в апреле 2024 года. Вы пришлете ваши тематические пожелания, и мы посмотрим, какая тема наиболее востребована, сказал Будба. Академик РАН Юрий Рахманин сообщил, что форум состоялся при поддержке правительства Абхазии, Академии наук Абхазии, ведущих ученых и врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Сочи. В форуме приняли участие более 200 представителей различных министерств и ведомств. Заслуженным было около 30 научно-практических докладов по основным направлениям развития медицинской науки, сказал Рахманин. И возвращаясь к теме туризма и приближению летнего курорта, мы хотели бы представить вашему вниманию интервью с заместителем министра по туризму Астамуром Барцис, который подробнее остановился на том, как идет подготовка к новому сезону, какие конкретно шаги предпринимаются для привлечения большого турпотока в Абхазию и о многих других важных вопросах отрасли.
Астамур Хицкурович, приветствуем вас. Как мы все хорошо понимаем, приближается туристический курортный сезон. Кстати говоря, я читала много о том, что он немного сдвинулся, и уже даже май, в принципе, можно считать, да, началом такого сезона. Расскажите, пожалуйста, как готовится министерство вот к сезону, что предпринимается. Конечно, нас больше всего интересует именно та сфера, что делается для того, чтобы привлечь сюда, в Абхазию, как можно больше туристический поток. Министерство ведет свою работу в штатном режиме из года в год. Проводим мероприятия по привлечению туристов в нашу республику, то есть увеличение турпотока. Как это происходит и как это все складывается, я вам сейчас в деталях расскажу. Вы знаете, что реклама на больших средствах массовой информации и так далее стоит больших денег. Исходя из этого, мы оптимизировали все затраты и пришли к такому варианту проведения рекламных туров. Что такое рекламный тур? Туроператоры большие, которые сегодня работают у нас в республике, они собирают сеть своих агентов, турагентов, которые расположены на территории Российской Федерации, привозят к нам в республику, и мы для них проводим рекламные туры. Знакомим с нашими объектами размещения, то есть домами отдыха, пансионатами, гостиниц, с инфраструктурой, с объектами туристического показа, то есть озеро Рица, Новоафонская пещера и так далее, где они воочию знакомятся с нашей республикой. Потому что работа турагентов, она важна. Это те люди, которые непосредственно контактируют с туристами, которые планируют приехать к нам в республику. Правильно ли я понимаю, что это проводится раз в год или это проводится чаще? Да, вот такой рекламный тур. Да. Хотелось бы также подметить, что помимо рекламных туров, также проводятся пресс-туры. То есть приезжают журналисты того или иного издательства, и для них также проводится пресс-тур, тот же самый рекламный тур. Данные мероприятия проводятся на регулярной основе. Они могут проводиться как и в преддверии курортно-летнего сезона, так и по окончанию его. То есть почему мы проводим по окончанию? Мы все время говорим, что и в межсезонье мы тоже можем принимать здесь людей, которые могут также отдохнуть и провести хорошо здесь время. Кстати, вот это тоже интересная тема. Вот наверняка у вас есть какая-то статистика, вы что-то ведете, да, и отслеживаете. Я знаю, что, например, 2021 год был очень удачным в смысле посещений, самое большее число посещения туристов в Абхазии. Вот мне интересно также знать, как вы наблюдаете, выросло ли в межсезонье количество людей, которые сюда приезжают, и с чем это связано? Да. Конечно, в межсезонье есть увеличение потока. Это связано с тем, что в курортно-летний сезон, вы все прекрасно здесь знаете, что у нас определенный номерной фонд, ограниченный номерной фонд. И, естественно, в курортно-летний сезон невозможно принять большое количество гостей. Тем самым что происходит? Происходит увеличение самого сезона. Начинается загрузка, грубо говоря, с майских праздников, и она стабильная, и продолжается, грубо говоря, до октября месяца. Тем самым сезон сам увеличивается. Он расширился. Да, он расширяется. Из-за того, что ограничен номерной фонд, расширение, просто увеличение самого сезона происходит. Из-за этого мы принимаем больше туристов. Вот еще интересно, когда вы говорили о пресс-туре, да, и о том, что вы приводите, о каких изданиях, где они потом печатают эту информацию, которую получают здесь, о наших курортах? Вот где это появляется? Это появляется в первую очередь, сегодня уже вы знаете, и все прекрасно понимают, что 21 век, у каждого издания есть свой сайт, свои странички. Это такие большие издания, как «Аргументы» и «Факты», которые к нам приезжают. Также и региональные издания, которые расположены по всей территории Российской Федерации. Хорошо, скажите еще, пожалуйста, вот интересно знать из тех, скажем, объектов посещения, которые существуют в Абхазии, какие наиболее популярные, и, может быть, есть еще идеи о разработке других каких-то таких вот объектов? Ну, самые популярные, конечно, это так называемые наши визитные карточки. Это Рицинский реликтовый национальный парк. Включает в себя очень много объектов турпоказа. Это Голубое озеро, это Малая Рица, само озеро Рица, город Новый Афон. В городе Новый Афон он вообще, на мой взгляд, подходит в самый идеальный вариант, потому что
там в шаговой доступности расположено очень много объектов турпоказа, историко-культурного наследия, памятников, что влечет за собой. То есть туристу не нужно передвигаться на автотранспорте. Он может, прогуляясь по городу, посетить все наши объекты турпоказа. Ну или, как говорят в простонародье, достопримечательности. Достопримечательности, да. Да. А как вам кажется, к Сухуму возрос интерес за последнее время? Или, допустим, даже к Восточной Абхазии? Что вот тут вы наблюдаете? Ну, город Сухум, он всегда находится в тренде, конечно, потому что город Сухум — это столица нашей Родины, и сюда приезжают не только с целью туризма, но так есть такое понятие деловой туризм. Здесь происходят все наши, грубо говоря, экономические вопросы, проблемы, и сюда приезжают люди с целью делового туризма. Да, так. Что, в частности, если говорить про Восточную Абхазию, конечно же, Восточная Абхазия, она интересна для туриста, который не первый год приезжает в Абхазию, который уже ознакомился с западной частью, посетил все места, и ему, конечно, для себя интересно открыть Восточную Абхазию. А еще вы сказали такую интересную фразу о том, что номерной фонд ограничен. Значит ли это, что если бы у нас было гораздо большее количество хороших гостиниц, и турпоток бы был гораздо больше? Конечно, конечно, безусловно, безусловно, вы правы. Я хочу подвести такую статистику. А, а, В России мы воспринимаемся, конечно, они воспринимают нас как внутренний туризм, то есть внутреннее направление своего туризма. Хотя мы являемся независимым государством, но тем не менее они нас так рассматривают. Говорю это не от себя, а говорю это по работе больших туроператоров Российской Федерации, которые работают только на внутреннем российском рынке и не работают за рубежом. И мы включены в их программу. Вот сегодня, если взять, мы входим в топ-3 направлений для российских туроператоров, для российских туристов. Первое место это занимает Краснодарский край, второе место Кавказские минеральные воды и на третьем месте Республика Абхазия. Но мне кажется, что вот то, что они воспринимают это скажем, внутри российским туризмом, да, Да, получается? внутренним. Да, внутренним, как вы правильно отметили. Это связано с тем, что они довольно легко пересекают по своим паспортам границу. В этом, да, смысл? Помимо того, что нет никаких искусственных барьеров при пересечении государственной границы Республики Абхазия и Российской Федерации, ключевым самым фактором является безопасность туристов. Понятно. Они чувствуют себя в безопасности, здесь есть... Однозначно, конечно, они чувствуют себя безопасно. Второй ключевой момент – это добраться к нам в республику. На сегодняшний день вы знаете, какая ситуация складывается в мире. Закрыты те или иные направления, авиа, ЖД, то есть им проще сюда добраться. И второе, и третье, я извиняюсь, и третье, мы конкурентоспособны на международном туристическом рынке. Сегодня отдохнуть в Абхазии, кто бы как ни думал, дешевле получается, чем, вы знаете прекрасно, исходя из данных обстоятельств сегодня, чем слетать в Турцию или по другим направлениям выездного туризма для россиян. Но есть ли у нас такие предложения в этой сфере, которые были бы интересны, скажем так, более платежеспособной публике? Да ведь такая ведь тоже есть. В этом смысле нам есть что предложить? Ну, сегодня, конечно, ценовая политика, она как бы не регулируется, и вы можете отдохнуть от 2500–3000 тысяч рублей и до бесконечности. В нашей восточной части нашей республики, конечно, она будет востребована, но, к сожалению, о чем вы ранее говорили, нехватка номерного фонда. Если там будет построено много гостиниц, хороших, комфортабельных объектов, они по-любому будут заполняться. Потому что до этого мы с вами говорили, что Абхазия остается в топе 3 стран по направлению. И, конечно, если мы предложим им качественный номерной фонд, где они смогут разместиться, получить дополнительные услуги, в этом плане, я думаю, наши коллеги, российские туроператоры, заполнят. А еще я вот слышала о том, что, в частности, даже читала где-то какие-то отзывы, комментарии от российских туристов, когда готовилась к передаче на разных сайтах, о том, что если у них есть какой-то такой, скажем, дефицит информационный, да, в этой сфере иногда, в этом смысле что делается? Вот есть ли какой-то сайт, какой-то единый справочный сайт, куда можно зайти, найти всех там, скажем, все гостиницы, все официальные достопримечательности? Вот в этом смысле что делается?
Есть официальный сайт Министерства туризма Республики Абхазия. Там есть телефон горячей линии, куда могут обратиться потенциальные наши гости, туристы, и получить ту или иную информацию, интересующую их. Также на сайте есть информационный реестр объектов. Он заполняется на добровольной основе. Если владелец или ательер хочет разместиться, чтобы его объект был у нас на сайте, чтобы турист, когда заходил, получал достоверную информацию. Адрес объекта, официальный сайт объекта, контакты объекта. Это делалось для того, чтобы предотвратить мошеннические попытки. Вы знаете, сегодня мы говорим о липовых мошеннических сайтах, но на самом деле процедура эта очень сложная. Они все располагаются на сопредельной территории. И чтобы их заблокировать, нужно решение суда. Роскомнадзор, есть такая организация в России, она их может блокировать только по решению суда. Обратно же, если какой-то происходит прецедент, то есть человек попал, обратился, и во избежание вот этих всех таких бюрократических проволочек, чтобы, ну это же бьет по имиджу и репутации нашей республики, для этого есть телефон горячей линии, информационный реестр объектов. Мы постоянно говорим ательерам, чтобы они давали свои данные, чтобы человек не попадал, и в первую очередь и ательер тоже пострадает, если ему продаст путевки на левом сайте, к нему приедут, а он оказать услугу не может, и возникают вот такие рода проблемы. Говоря, кстати, об отелях, есть ли у нас какое-то отслеживание уровня их? Вот они имеют разные звезды, пятизвездочные, есть четырехзвездочные. Вот происходит ли, скажем так, какая-то регулярная, да, проверка того, как они функционируют, и есть ли какой-то рейтинг? Вот это тоже интересно. Я извиняюсь, конечно, я вас хотел бы поправить. Да. В Абхазии нет понятия звездности, потому что в законе о туризме, о туристической сфере, нет понятийного аппарата, понятия классификации. Соответственно, нет подзаконного акта, регулирующего данную деятельность. Это очень интересно, потому что они себя обозначают звездами. Да, они себя обозначают. Это так называемый маркетинговый ход, чтобы было легче продаваться, потому что турист, который постоянно посещает те или иные страны зарубежного направления, ему проще сориентироваться, когда он понимает, что 3 звезды, 4 звезды, то есть какое качество обслуживания, какие услуги будут предлагаться на данном объекте. А скажите, пожалуйста, почему нет этой системы и в чем тут проблема? Ну, этой системы нету, потому что, как до этого я сказал раньше, мы сейчас работаем над изменением закона о туризме. Он уже устаревший, не соответствует данным реалиям сегодня, которые происходят у нас. Естественно, там нету понятия, что такое классификация. Когда там будет понятие, что такое классификация, то есть под законным актом, постановлением, положением, мы уже разработаем классификацию и применим ее к нашим объектам. Хорошо, и последний вопрос, который я хотела бы уточнить. Есть ли сейчас какие-либо предположения о том, сколько в этом году могут посетить туристов в Абхазию? Вы знаете, как, если туризм воспринимать как живой организм, то туризм не имеет иммунитета. Что это значит? Я вам сейчас объясню, о чем я говорю. То есть какие-либо колебания, там, политические, экономические, глобальные, моментально отражаются. То есть туризм не защищен в этом плане. На сегодняшний день картина бронирования, она кардинально изменилась по сравнению с тем, что было пару лет назад. Пропала глубина бронирования. А что это То значит? есть, если раньше туристы за полгода зимой бронировали свой отдых, что они поедут, то есть не просто бронировали, а бронь была проплачена, мы 100% знали, что люди приедут. На сегодня бронирование составляет, после коронавируса, пандемии, она была около 2 недель, на сегодняшний день неделя. То есть за неделю люди принимают решение. Они не планируют далеко, Да, потому что не знают, что да, поменяется. совершенно верно. Исходя из всего того, что происходит на сегодняшний день. И поэтому на сегодняшний день мы берем в пример всегда, ориентируемся на майские праздники. Майские праздники в Российской Федерации сегодня они в выходные дни распределены так, если я не ошибаюсь, с 29 по 2, со 2 по 5 рабочие дни и с 5 по 9 снова выходные. И вот смотрите, какая ситуация сложилась. Значит, с 29 по 2 бронирование слабое, а вот с 5 по 9
почти стопроцентная. О чем это говорит, как вам кажется? Это говорит о том, о чем я ранее говорил вам, что вот за неделю люди раз спланировали и поехали. Ну, конечно же, безусловно, мы являемся в топе 3 направлений. Естественно, курортно-летний сезон пройдет хорошо, заполняемость будет, все будет хорошо и нормально. Если не будет каких-нибудь катаклизмов. Ну, естественно, надеяться. да, конечно, конечно. Курортно-летний сезон пройдет стандартно. Да, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Пожалуйста. На этом у нас сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.